Assalamu alaikum. Och video це суна шуна КГБ олцуна ФСБ олцуна хинц халла ОГПУ до харцунце ОГПУ яр цухена це куэлленшхена йиньол операции ох за границей аж бола царский Россиир бойтхел бол офицерши цац бол дворянши цен до халиньол операции суна шун иозитле раскиматаю текст сиц даюшу. Операция Трест. Одна из самых известных и масштабных контрразведывательных операций, проведенных советскими спецслужбами в 1920-х годах. Ее целью было нейтрализовать угрозу, исходившую от антисоветских организаций за рубежом, особенно иммигрантских, монархических кругов и других оппозиционных групп, активно готовивших план по свержению советской власти. После гражданской войны многие сторонники свергнутого царского режима, а также белогвардейцы и члены различных антисоветских организаций оказались в эмиграции. Они обосновались в странах Европы, особенно во Франции, Германии и Польше. Пытались организовать вооруженное сопротивление советской власти. Среди них было немало опытных разведчиков, военных и политиков, которые угрожали новому коммунистическому режиму. Советская разведка, унаследовавшая методы старой царской охранки, искала способы нейтрализовать эту угрозу. Идея создания фальшивой антисоветской организации, которая могла бы втереться в доверие к белоиммигрантам и выманить их активистов на советскую территорию, принадлежала советскому чекисту Артуру Артузову, настоящее имя Федор Андреевич Степанов. Хорошо. Фальшивые антисоветские организации, Советский Союз, и Федоров Андрей Степанов, Степан Андреевич Степанов, Суть операции Трест – создание фальшивой организации. В 1921 году ОГПУ, Объединенное государственное политическое управление, предшественник НКВД, создала фиктивную антисоветскую организацию под названием Монархистская организация Центральной России МОЦАР. Эта организация якобы объединяла в своих рядах противников советского режима, включая бывших монархистов, дворян и офицеров. МОЦАР была полностью вымышлена и контролировалась советскими спецслужбами, но ее деятельность велась с такой тщательностью, что она выглядела как абсолютно стопроцентно настоящая. МОЦАР распространяла слухи о наличии в советской России подпольной сети монархистов, готовой к восстанию. Под видом ее участников выступали опытные сотрудники ОГПУ, такие как Александр Яковлев, Сергей Зарубин. Через подставных агентов организация начала контактировать с реальными монархистами за рубежом, убеждая их в своей серьезности. Операция разворачивалась на нескольких фронтов. МОЦАР связалась с лидерами белоэмигрантских кругов, в том числе с представителями Русского общевоенного союза РОВС, одной из самых крупных военных организаций в эмиграции. Особую роль в этой части операции сыграл Борис Савенков, известный террорист и политик, который был обманом заманен в СССР под предлогом участия в антисоветском движении. Заманивание Бориса Савенкова. В 1924 году через МОЦАР советские чекисты убедили Бориса Савенкова, что в СССР существует мощное подпольное движение, которое нуждается в его руководстве. Савенков был знаменитой фигурой, и его арест стал важным успехом для советской власти. Прибыв в СССР, он был немедленно арестован, а позже приговорен к смертной казни, которая была заменена на тюремное заключение. Савенков погиб при подозрительных обстоятельствах в тюрьме в 1925 году. Также был захват Сидней Рейли, британский разведчик и авантюрист, также стал жертвой операции Трест. Считается, что в 1925 году его удалось заманить на советскую территорию через фиктивные контакты МОЦАР, и вот свои
Рейли был арестован и расстрелян, что стало серьезным ударом для британской разведки. Через Моцарт, вот эту организацию, фиктивную организацию подпольную юбошил, через Моцарт чекисты получили доступ к ключевым контактам белоэмигрантской разведки, дискредитировали их в глазах западных покровителей и сорвали ряд реальной операций против советской власти. То есть через вот эту организацию ЦРА кузабол белоэмигрантши, темлои, хабехкан хилбола, царский темлои офицерши, цер куза Европе, Западе, цел контакт, гуча яган цер. Цюгулане он дальше, ошабьяту, шифа, гумачство, дадуйда, ошеншей общение хедшкетыш, цу западне от кузабол нерах дискредитировать бинающ. Там эго надежный бат, раскшт бу, ну масан, типа ямарт буал, дискредитации на царь. И Советский Союз духал якечинёла операция сорвать и на царь. С помощью операции ТРЕС советских спецслужбы смогли нейтрализовать множество антисоветских агентов, арестовать или уничтожить влиятельных лидеров оппозиции. Также удалось получить ценную информацию о методах работы иностранных разведок. Моцарт распространяла ложные сведения среди иммигрантов, что дезориентировало их и подрывало доверие внутри антисоветского лагеря. Войнюка информация, яша дезориентирует, мил цакует цар. Ларт авега ол цар, гуна гадику ол цар. Адама вайк хош долла окюка. Что и Адама дуо царь, милуцаруш, и буал царь бешпик. Операция стала классическим примером использования активных мероприятий, дезинформация, подставных организаций и так далее в разведывательной работе. Она продемонстрировала эффективность советской контрразведки и ее способность действовать хитроумно и скрытно. Операция ТРЕС считается одной из самых успешных контрразведывательных операций в истории. Ее успех основывался на тщательной подготовке, использовании психологических методов и полном контроле над ситуацией. Она стала образцом для последующих операций советских спецслужб, таких как «Синдикат-2», или другие программы, направленные на работу с иммиграцией и разведывательными структурами западных стран. Вея юча информацию по информационное поле, у Алшсунар Гушто, Цабаре, Чакегинах, Бакинаш, Бокола Сатюш, командир БШМ, батальон шейха Мансура, муслим Чуберлоевский, чего Цашир Амиля, что за Олша, за Сунцу. 95% оккупированы нашей территории, 5 свободные был. Сунц ахиздец тоже окюк авалшуса информационный, вайца, что 5% территории лахтеш набуя. Но окмехтигаха, операция трест ясана, юэлла представить, да, муслим тишита, сотишита, кинак тишита, и бол бахуш мострибовой беш. Таха массу агу хагаряха и вайца дагана нитсвай режим даэх канхарадин вожадин оле хумшдюцна вайн вадирду турцину дирду кичу дирду но элца ол но шта должен цакепот суна док зулам хирду йок провокация хирю и цуюки инца кечешол цая групп от группы юки багнаш үш ценебала Цяншайн Хуарду, первый на расстрел, на уничтожение Гурбу, потом тига исламские государства, Кулшсан, Алла и движение, Юхцултя полностью уничтожает Деша, Махкара Доша, военкетчина йох операцию. Это только начало. Но для того, чтобы и дадул, да, Кухо Эрабол, Меш, Темлоя, политикша, Үша Чузу Бишбу. Видишь, чтобы ждабер анчулт, цулт шебол хабирбу. Шин лучуа операция трест олш советский кино ешун. Просто от кино хаус аз диценшун дик ойлайе. Да вот я берт ки юэлвай, да лучум на лердуэлвай.
adiküel maaş oil.